стране растет количество больных коронавирусом. Страна не была готова к встрече с опасным и безжалостным врагом – коронавирусом. Основная нагрузка легла на плечи медиков, не знавших, как лечить людей от коварного вируса. Нехватка лекарственных средств ухудшила и без того непростое положение отечественной медицины. Больницы были переполнены пациентами. Многих так и не удалось спасти. Но медработники, проявив мужество, ежедневно вели неистовую борьбу за жизни сотен людей. В начале прошлого года, весной, летом, медики пережили огромный стресс. Вначале стресс был связан с тем, что не было средств индивидуальной защиты. Стресс был связан с тем, что большая нагрузка пала на медиков первичного звена. И большой стресс медики испытали тогда, когда они элементарно не могли ничем помочь больным, когда настали тяжелые июньские, июльские времена. Наиболее тяжелые моменты, конечно, были в прошлом году в июне месяце, когда в сутки поступали где-то по 50 тяжелейших больных, и основная масса этих людей умирала. Это был для нас колоссальный шок. Смерти на глазах, это оказывается ужасно. Мы просто прошли через это, и я говорю, вот эти глаза, взывающие о помощи возле дневных стационаров, это невозможно забыть, потому что люди сидели, не могли дышать на свежем воздухе. Просто когда чувствуешь ответственность, груз ответственности, просто невыносимо на это смотреть. Каждый день собирали эпид-анамнез, проводили эпид-расследование, несмотря на то, что все наши сотрудники заболели, половина попались в стационар, а половина ушли на карантин. Никто не ожидал, что всплеск заболеваемости будет очень высокий. У нас была задача – это подготовка санитарно-контрольных пунктов на границах. Это Торюгар, Иркыштам, аэропорт Манас, Ош. Наши эпидемиологи работали круглые сутки, вирусологи круглые сутки работали, вирусологическая лаборатория. Черный июль у нас начался, мы практически не спали. Я месяца 2 жил здесь, в этом кабинете. Первое время к нам прямо с трапа самолета, как они поступали с дальнего, с ближнего зарубежья, все беременные, практически все, они проходили через нас. За это время, за время открытия обсервационного отделения у нас прошли более 500 беременных женщин, 83 было самостоятельных родов, около 30 было кесарево сечение. Но хочу отметить, что у нас не было осложнений ни в одной операции, которые проводили наши коллеги в красной зоне, которые были одеты даже в СИЗах. Это значит полностью в щитках, в очках. Это очень большая нагрузка на зрение и психологически тоже. В тот период просто мы потеряли счет дням. У нас не было понедельника, вторника или субботы, воскресенья. Это был просто поток того времени, когда мы должны были обеспечить стабильность работы и стабильность именно получения помощи нашим людям. В тот момент, когда мы не делили людей, а вы в городе живете, вы не в городе, вы обращаетесь, вы не обращаетесь, абсолютно. Все желающие, кому необходима была помощь, они все приходили, все получали. Я помню, страшно было, когда были первые дни, когда мы открыли первые стационары, по одному в каждом районе, самые большие, были огромные очереди, да, и ты физически ничего не можешь сделать. Откровенно скажу, что когда шел на дежурство, во-первых, страх за близких, за семью, за детей, за внуков. В первую очередь это ответственность. Второй страх был за наш коллектив, потому что они выезжают непосредственно в очаг, работают непосредственно с больными. Адреналин!
17 марта появились первые зараженные на юге республики. Нам сообщили, что в городе Бишкек также есть лица, которые прибыли этим рейсом. По предварительным данным, их было около 19 человек. Это были контактные лица первых зараженных. В тот же день мы получили задание от Министерства здравоохранения организовать обсервацию. Это была первая обсервация на территории города. Организовали мы ее в отеле «Аккеме». Около 12 ночи на 18 марта мы встретили и разместили в отеле 19 человек. Кроме персонала отеля, в команде, которая встречала первых зараженных в городе, нас было всего 4 человек, среди нас был врач-инфекционист. Нагрузка для нас это была встреча наших граждан с международного аэропорта Манас и доставить их до обсервации. Это было очень тяжелое время. Хозяева этих компаний, руководство долгое время не соглашалось. И в конце концов, включая все спецслужбы, силовые органы, мы успешно добились результата и начали размещать всех прилетевших с-за рубежа наших граждан. С бюджета Свердловского района было выделено более 2 миллионов 700 тысяч сомов мы потратили на содержание наших граждан. Всего за весь период прибыло около 200 рейсов, это где-то около 6 тысяч человек, наверное, было. Они прибывали самолетами, прибывали автобусами, всех без исключения размещали в обсервации. Вначале размещали на 14 дней, позднее было принято решение размещать на 3 дня, брать ПЦР-анализ, и по результатам ПЦР-анализа уже выписывали на домашний карантин. Очень большая нагрузка именно тогда пала на медиков центров семейной медицины. Тогда же приказом Министерства здравоохранения были созданы мобильные бригады в пилотном режиме. Мы создали их сначала на территории города Бишкек. Были разработаны временные алгоритмы по работе мобильных бригад. Вначале мы создали 10 бригад, и по мере того, как ухудшалась эпидемиологическая ситуация, увеличилось количество зараженных лиц, увеличилось количество контактных, были предприняты меры по увеличению мобильных бригад. Они были увеличены вначале до 20, и уже в тяжелые июньские дни количество мобильных бригад было доведено до 40. Фонд «Сорос Кыргызстан» вместе с партнерами осуществил 7 проектов во время пандемии коронавируса. Проект «Горячей линии 118». Проект был запущен 6 апреля 2020 года. В конце сентября он охватил более 200 тысяч человек. Проект по оказанию экстренных закупок и поставок медоборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты для больниц и стационаров. Проект по открытию стационаров на базе медицинской академии. Совместный проект с Государственной службой исполнения наказаний, направленный на оказание медицинской помощи медслужбе ГСИН по обслуживанию пациентов, находящихся в местах лишения свободы в Бишкеке. Обучение медиков в онлайн и офлайн режиме по различным направлениям лечения COVID-19. Правильное освещение COVID-19 в социальных сетях и СМИ. Проект был направлен на борьбу с фейковыми новостями. Помощь волонтерам в покупке СИЗ и других необходимых средств. В 2020 году фонд «Сорос Кыргызстан» совместно с национальными партнерами смог реализовать проект «Горячая линия 118», который оказал помощь на сентябрь прошлого года более 200 тысяч обратившихся пациентов и их родственников. Я считаю, этот проект был очень успешный, не только потому, что он оказывал содействие пациентам в услугах тестирования, перенаправления в стационары, но также потому, что основной движущей силой этого проекта, основным сердцем и двигателем этого проекта были волонтеры, которые просто пришли бесплатно по зову сердца помочь нашему правительству, а также нашему населению. Это были молодые врачи, волонтеры. Я считаю, именно поэтому проект до сих пор успешен. В этом году он получил второе дыхание, другие доноры поддержали его развитие. Я надеюсь, что этого проекта будет большое будущее. Сотрудникам медицинских учреждений мы смогли достаточно большому количеству в разных стационарах, центрах семейной медицины, мобильным бригадам оказывали содействие в предоставлении средств индивидуальной защиты.
Я считаю, что мы внесли в какой-то посильный вклад в то, чтобы справиться с первыми последствиями пандемии. Система здравоохранения захлебнулась под натиском больных. Медики работали на износ. Во избежание заражения членов семей для работников красной зоны был введен карантинно-казарменный режим. Сообщения о заболевших и умерших медиках потрясли весь Кыргызстан. Пандемия унесла жизни передовых врачей, отважных медсестер. В конце апреля появились первые зараженные среди медицинских работников, наших медицинских работников. И с целью того, чтобы медики не заражали членов своих семей, управление внесло предложение в Минздрав о переводе членов мобильных бригад на карантинно-казарменный вид работы. Заболевшие были, потери были. Сотрудница тоже умерла. Вот завкафедры Чолпан Калкамбаева, вы ее прекрасно знаете, да? У нас она была завкафедрой, прекрасный человек. И вот те люди, которых ты знаешь, и вот они покинули этот мир вот из-за вот этой пандемии, это очень страшно. Уходили люди, которые именно были связаны с медициной, это было обидно. Ыйладык, тяжелыйлар болду, биздин колубуздан өлүп атышты да. Мен ал кезде эстесем, жап-жаш кыздарыбыз, жап-жаш адамдарыбыз госпитализация кылыш аябай трудно болуп атты. Это было поздней ночью, мы приехали к нам в офис, присоединили кислородные концентраторы, оксигены, и буквально через час им стало лучше. Вот это был, наверное, самый сложный день, потому что я увидел, как мать прощается со своим сыном, а сын просто молил нас о том, чтобы мы спасли его маму. И они оба плакали, была такая истерия, мы их как могли успокаивали, даже немного мурашки по коже. Ошол убакта мен дагы оорудум. Үйгө барганда ооруп үйгө келесиң дегенде ошондо ошол кыйын болду. Эң негизгиси биздин кызматкерлерибиздин баары аман. Жоготуу болгон жок. Үй бүлө аман, ошого кубанычтабыз. Я врач-терапевт. Как ваше здоровье? Спасибо, хорошо. Отлично, отлично. У меня к вам очень хорошая новость. Сегодня последний день обсервации вашей. Контрольный мазок у вас вышел отрицательный. Вы можете ехать домой. Сейчас моя команда, мои заместители, заведующие отделом, каждый обыкновенный сотрудник, который прошел через пандемию, он сейчас универсальный солдат. Мы сейчас можем выполнять задачи, которые требуют оперативного действия, результата. С какой-то стороны для нас это стало большим опытом. Самый главный вывод, который был для меня важнейшим, это то, что наше население в такие сложнейшие критические моменты, такие как прошлогодняя пандемия, такие как Баткенские события и многие другие события, показали свою сплоченность, то, что мы можем быстро мобилизоваться и совершенно на волонтерской основе друг другу оказывать помощь. На этом, наверное, основывается моя надежда на будущее развитие страны. Я в это верю, как и все мы. Конечно, есть люди, которые больше меня работали, больше меня видели. Ну, я со своей стороны, все, что произошло в течение года, однозначно меня изменило. Я стал любить больше жизнь, скажем так. Я предпочтение, свободное время начал отдавать своей семье, детям. Чаще начал звонить родителям. Но как бы ни было, до сих пор эта работа остается на первом плане у нас. Люди в белых халатах исцеляют людей, дарят им здоровье, дарят им веру и надежду. Врачу доверяют первый плач и последний вздох. В клятве Гиппократа есть такие слова: «В какой бы дом я ни вошел,
я войду в него только для пользы больного. Идут года, многое меняется в мире, но профессия медицинского работника была, есть и будет самой благородной и самой гуманной профессией на земле.